Всем привет, друзья! Сегодня я опять на кухне, и сегодня у нас, знаете, тема такая. Раз я не могу идти к рыбе, то есть на речку, половить там, порыбачить, потому что межсезонье, даже из дома выйти это проблема. Там грязь на улице и все такое. Речка не открытая, лед уже очень, как сказать, слабый, гнилой, куда уже не выйдешь. И я не могу идти на рыбалку. Значит, рыба, понимаете, ребята, рыба пришла сама ко мне. То есть съездили друзья, принесли мне, съездили на лесную речку, принесли мне хариуса. И сегодня мы будем жарить хариуса. Вот. Отобрали, я сам не ем, кстати, я сам не ем соленую рыбу. Кто-то скажет, что хариус вкусно, когда соленым. Да, не спорю. Соленый хариус, он очень вкусный. Но я сам не ем соленую рыбу вообще. Кроме семги. Речную рыбу соленую вообще не ем. Дочка тоже не ест. А жена, она любит. И для нее мы отобрали крупные экземпляры такие и засолили. А сами мы потихоньку так в сковородку, например, раз в 2 дня мы жарим вот этот хариус, средненький, мелкий, можно сказать мелкий хариус. Рецепт у нас будет очень простой. Самый простой, деревенский, без всякого гламура, там, без всяких там в кляре, не в кляре. Просто рыба, соль, масло растительное и мука. Больше ничего не будем там придумывать. Это самый простой способ жарки хариуса и самый вкусный. Также мы жарим яйца, также мы жарим и плотву. Вот эти мелкие рыбешки. Все, приступаем. Поставили мы масло, ребята. Масло не пожалели, вот столько примерно. И нагреем наше масло. Пускай греется. Хариус очень нежная рыба. И, так сказать, будем жарить очень быстро. Так. Обваливаем это все дело у нас в муке. Нашего мелкого хариуса. Вот. И как раз сейчас масло уже вот так. Такой средненький хариус, конечно. Крупный, как я уже говорил, мы засолили. Так. И теперь все это дело мы будем ставить на сковороду с раскаленным маслом. Все, ребята, мы поставили нашу рыбу. Вот как выглядит. Масло прямо аж кипит в масле, потому что так все косточки будут мягкие. Можно прямо даже не почувствуешь, когда будешь кушать эти косточки. Вот. Да, и забыл, что предварительно мы уже засаливали этот, солили хариус. Чтобы это самое пресная рыба-то невкусно получится.
Ух, смотрите, рыба, ребята. Ах, уже аромат такой дает. Вкусно. У меня барсик тут тоже ждет рыбу. Посмотрите. Сейчас покажу я барсика. Ну-ка, оператор, барсика сними. Он хитрый, залез под стол. Барсик. Вон, видите? Видите это? Вот он. Ждет. Запах чувствует рыбы. Так. Пока рано переворачивать. Так. Мы, ребята, уже перевернули наши рыбки. Вот получаются такие золотистые. Ну, запах, конечно, аромат потрясающий. Сейчас уже мы будем эту партию скоро снимем. И вот там еще 2 рыбки осталось. И на 3 нам поужинать очень даже нормально будет. Так. Мы плавники ничего не резали. Я люблю плавники. Они как корочка становятся. И хвост тоже люблю. Ничего не выбрасываю. У нас уже первая партия готова, ребята. Ох, вкусно. Вот так и готовлю. Могу, не могу. Все равно надо, значит, себя заставить. Через не могу. Так, осталось 2 рыбы пожарить. И все. Все. Поставим мы 2 штучки. А это уже то же самое, что одно и то же не буду снимать. Ну все, ребята, у нас готово. Вот такой мелкий хариус мы пожарили с мукой. Самый простой рецепт. Ну, уверяю вас, он очень вкусный. У хариуса очень мягкое, нежное мясо. И с мукой он получается как хрустящая корочка. Дальше это все косточки, когда жаришь на растительном масле, это все, я не знаю, они хрупкие становятся, что ли, вообще их не чувствуешь. Ешь как бы и костей не замечаешь. Вот так. А на этом все. Вот такой ужин у нас. У меня сегодня будет. К этой рыбе можно гарниром также можно пюрешку сделать. А мы потом отварим рис и с рисом буду кушать. Будем, то есть, ужинать. Ну все, ребята. На этом я заканчиваю опять. Всем спасибо, кто досмотрел. До новых видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Гостям желаю подписаться на мой канал. Все. Всем удачи, ребята. Всем пока. До новых видео.